еще раз. Мы сейчас находимся на новом пункте передержки собак. Построен, сделан здесь уже 5 января. На сегодняшний день здесь находится 168 собак. Сухой промышленный корм. На 168. Sütle 4 kaldı. Ondan bu pataklarına ikili ugargna. Ondan raftarına kremmet ikili gna oldu. Görüyor musun? 이게 나라서 딱 어울리는 거야. 너 오늘 먹기로 Друг друга не сидят, там они же сейчас... питаются нормально здесь. Сколько раз по-моему? 2 раза в день. Утром и вечером. 400 грамм сухого корма. То есть здесь пункт у нас до того момента, пока значит, мы там не решим вопрос земли, не построим значит, соответственно вольеры, да? А там у нас же получается, же, вот, Безрученко же предлагает сделать теплые, чтобы вот как-то вот мы по теплым тогда у нас что вы будете заниматься, да? Да, скорее всего, мы будем заниматься. Если вот по этим вольерам. Ну тогда нам посмотреть же еще теплый проект для, ну, чтобы помещение было. Ну, типа такого, ну, современного материала. Ну вот по Ачченко, то, что сейчас вот эта земля обновляется, нам позволяет только именно ручные экземпляры. 1350 ну, там до 2000 можно, в принципе. Ну вот справа и слева, да, как говорится, да? Ну, если есть этот, мне кажется, все равно надо, если там переполнено, надо сделать теплые ангары для того, чтобы замечательно. Потому что, ну, ну понятно, что стол с шерстью там могут еще, да, с тонкой-то они замерзнут. Поэтому надо, ну, более, скажем так, такие хорошие гуманные условия. Так, здесь у нас тогда, получается, значит, 17 собак обратно забрали, значит, и 24 у нас в день сколько привозят собак? Ну, по-разному. Где-то 18-25. 18-25, да? Я почему спрашиваю, да, вот мы сейчас были в Агатуше, да, там у нас, вот, мы сами сейчас вот видели, что стая собак все равно белые. И вот девушка вот здесь вот сказала, что, она, по-моему, журналист, возможно, вы сказали, да, что вот, да, то, что, возможно, та стая собак, которая напала на женщину. Поэтому, конечно, отлов. А вы сами производите отлов или же вам привозят? нам привозят. Отловом вы не занимаетесь, да? Отловом будем заниматься тоже. Специализированная организация, которая Заключили да, договора, да? договора. Приобретаем термики. Тогда надо будет вам обратить внимание особо в Агату. Сейчас же вы были, вы же видели, да? Что там стая тоже бегает. Поэтому надо, как говорится, это, от греха подальше. Ну, сейчас вот у нас, Николай Павлович, усиленный режим по отлову. Сейчас каждый округ имеет по 2-3 договора. А что если там сейчас как бы ну, отловим, да, мест не будет? Тут возможность есть расшириться или нет еще? Тут есть возможность на 320 собак. На 320 собак, да? То есть 2 раза можем, да, получается, увеличить? И в том числе на 30 тут
за собак, да, если такими темпами мы сейчас идем, условно говоря, мы сейчас отлавливаем где-то 300-500 собак в месяц. Пункт передержки животных будет построен, ну, в лучшем случае, в мае. Вот в эти месяца, вот эти 2000 собак, мы куда их расположим? Вот это ключевой вопрос, который надо сейчас администрация решить. То есть ставить дополнительный пункт или этот расширять. То есть мы до мая месяца где-то еще 2000 собак соберем. Усиленными темпами. То есть это надо как-то оперативно ставить вопрос, решать. Либо расширяться, либо что-то делать. Потому что мы здесь, если 250 положим, ну это проблема надо решить. В том пункте мы там еще можем еще 200. Не, ну вот там, сейчас же нам надо, чтобы они внесли нам изменения в ПЗЗ, да? Значит, для того, чтобы мы могли перевести целевое назначение поменять, и они там на 1300 мест сделают. Это на всё время. 1300, да? Это всё 1300, там 1300, тут как бы, да, ну, 300, да? 2600. Но это время. После до этого времени, мая месяца, мы... А там есть какой-то план действий, дорожная карта по срокам? Ну, сейчас пока вот, на данный момент сроки обозначены на конец февраля, уже на Ашченко обеспечит расширение. Обеспечить на конец февраля. На 1300 мест, да, получается? Да? Вы успеете, да, к концу февраля? Ну, если финансовые средства доведут, то да. Сейчас пока финансовые идут за счет резервного фонда в связи с ЧС, получается. ну да, но если только так. Если только так, да. Потому что надо, ну, получается, спешить же. Вопрос по содержанию, Киша. Если сейчас, вот, мы, условно говоря, содержим порядка 1500 собак, средства нам пока что с департамента ветеринарии хватает на содержание. Если мы сейчас вот, построим дополнительные места, увеличим 10 пункт передержки и будем содержать порядка 3000 собак, средства вот этих мы где будем брать на содержание? От какой источник, предполагаю? За счет субвенции. Да, за счет субвенции. Республика готова, да, выделить? Или мы должны за счет бюджета городского? Не, ну они же говорили, что в рамках прошлого года они дают. Помнишь, на Не, ну они дают сейчас, условно говоря, на 1500. То есть они не из расчета собак, да, сколько было освоено в прошлом году, столько и выделяют. Но это же не совсем как бы справедливо, да? Согласитесь? Ну, немного выше, но, условно говоря, если мы в Было прошлом- 29-31, да? 31. Ну было же 29, да, получается? Ну почти 29, там 28 800, да, если округлить 29. Евгений Николаевич озвучил цифру. Годовое содержание 1200 собак обходится в 116 миллионов. Если вот эта сумма 289 рублей. Цифра была, вот звучала на депутатских слушаниях такая. Ну, я думаю, наша СМК вместе с департаментом ЖКХ посчитает цифру. Ну, и будем уже как-то понимать вопрос, потому что там цифра будет колоссальная. То есть будет это Не, счет ну да, республики. ну говорили же, что там, если мы там всех собак отмоем, то там полмиллиарда не хватит еще рублей, да. Вопрос в этом. И вообще конечная цель какая? Эта же цифра будет бесконечно расти. Она будет расти. Количество собак все Закон время такой, а что увеличивается. поделаешь? Федеральный закон принят же Надо еще в тогда 18 закон году. менять, а Ну я же не в этом же строить в интервью, приюты. в интервью же говорил, же, что... Не, почему? Приюты обязательно надо строить. А куда На девать? какое-то определенное количество. Ну вот Может сейчас быть, потолок должен быть. умерщвление запрещено, эвтаназия запрещена. Сейчас только мы рассчитываем на то, чтобы пожизненно содержать собак. Это фантастика. Ну, реалия жизни таковы, а что делать? Мы людей не можем больных содержать пожизненно. А тут собак бесчисленное Но это количество, федеральный которые изо дня закон, будут федеральный нужно в расти. одном правом пользовании, а это действует во всей стране. Надо закон менять тогда. Над этим работаем. Да. Альберт Никандрович, а как вот вы посмотрели тот пункт и этот пункт? Я вчера разговаривал с волонтерами, ну давайте не с шизой, да? Они этим пунктом довольны. А у вас довольны, очень довольны. Ну, Этим, здесь, этим. конечно, в тепле, а там, ну, минус 50, естественно, здесь лучшие условия. Тут и вольеры новые, и питание хорошее, как бы, а там собаки находятся на улице, ну, там, это, на самом деле, не Граждане лучшие на условия. улице живут. И какой выход на сдавшуюся ситуацию вот вы обсуждаете все-таки, на ваш взгляд? Ну, мы же уже говорили, что мы выработали рекомендации в депутатском слушании. Мы говорили об этом, что нам необходимо значит, принять, во-первых,
нормативно-правовые акты, законы, значит, в том числе и на региональном уровне по регистрации животных. Вот, и, соответственно, чтобы их можно было промаркировать, прочипировать для более оперативного установления владельцев. Вот, и в этом случае, естественно, у нас будет полнота картины. Мы будем знать, сколько, значит, собак находится у людей, да, значит, можно будет устанавливать, кто, значит, просто выпускает собак там без, скажем, на самовыгуле, да. Вот, поэтому это все должно регистрироваться. Мы потом еще говорили о том, что мы не должны, мы должны внести изменения в закон в части невыпуска собак в прежней среду обитания. Вот. Если, значит, позволит финансирование, то, соответственно, мы должны уже пожизненно содержать в этих приютах, пунктах передержки собак. Пусть они будут временные, да? Вот. Дальше мы говорили о том, что нам необходимо принять изменения в КОАП, Кодекс об административных нарушениях, где надо предусмотреть ответственность владельцев животных. И, соответственно, вот как вот приводили пример, значит, Республику Бурятия, где было наложено около 2000 штрафов, и, соответственно, там ситуация улучшилась после этого. Ну, волонтеры еще сказали... Необходимо, чтобы вот на уровне уже правительства Российской Федерации была разработана методика о том, что об определении, значит, неадекватной такой агрессии со стороны животных, да, которые без владельцев, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Также нам необходимо определиться с численностью, да, животных, чтобы мы могли запрашивать уже конкретные расчеты, запрашивать финансирование уже с вышестоящих бюджетов, чтобы не на пальцах объяснять, сколько у нас собак, да, потому что на данном этапе не существует конкретной методики подсчета поголовья. А вот волонтеры сказали мне, кстати говоря, еще, да, у нас еще стоит вопрос, чтобы передали на уровень субъекта вопрос по регулированию численности. Вот здесь они сказали, что спасет от численности, увеличение сил, только стерилизация, массовая причем. Причем, да, обязательно, конечно, и домашних, и каких там угодно. Массовая стерилизация. А это же большие деньги. На слушание 3,5 тысячи. Одна стерилизация. 3,5 тысячи рублей вроде так. Закон об этом говорит, и, соответственно, мы должны это делать. Спасибо. Сейчас посмотрим. Корреспонденты будут брать интервью различные. Евдокия Ивановна, а вы как думаете, спасет ли массовая стерилизация, массовая, это имеется в виду всех собак и кошек, всю живность от размножения? Очень сомнительно, но я не думаю, что они станут менее агрессивнее от этого. Понятно, специалисты же по-разному тоже говорят. И многие считают, что стерилизованные животные, они становятся, наоборот, более агрессивными. Поэтому я не думаю, что это прямо окончательное решение. Все равно, вот, хотя бы, может быть, по части собак, там, агрессивных очень, да, мне кажется, без каких-то крайних кардинальных мер все равно, наверное, не обойтись. А какие крайние кардинальные меры, вот лично ваше мнение, какое? Это гуманное усыпление или как? Я думаю, что да. Вот все, что мы, например, сегодня видели по Чеченко, да, очень трудно назвать это гуманным отношением. Когда собака на холоде, скажем, питание, понятно, что есть, и это лучше, чем она бегает по улице, но находиться вот на короткой, скажем, привязке все время, да, очень, скажем, такое спорное отношение к слову гуманности. Конечно, здесь ситуация гораздо лучше, да,
привести. Но если подумать, что кто-то здесь может вечно находиться в этой клетке, тоже очень проблемно. Конечно, если бы люди забирали, брали себе домой, в семью, в дом, Ситуация. это одно решение вопроса. Попали под одну. А находиться вечно в клетке. Я поговорил вчера с волонтерами, это не ЖОВ-СИУ, это люди, которые этим занимаются давно. Они говорят, первое, это обязательное введение все-таки, кроме стерилизации, штрафов и учета Я владельцев. думаю, что вот ответственное отношение каждого хозяина собаки, оно должно быть во главе угла. И если ты взял собаку, ты за нее должен нести ответственность. Потому что мы же вот видим вот здесь в клетках, да, не все собаки бездомные. Многие упитанные, довольно ухоженные. То есть я понимаю, что это собаки, которых принципиально где-то есть хозяин. И, возможно, они когда-то не так давно были вот, ну, где-то вот, скажем, в каких-то, может, там на даче где-то жили, подкармливались. Поэтому вообще, мне кажется, вот цивилизованно иметь определенный налог на содержание собак. Если ты хочешь иметь собаку или кошку, ты должен платить какой-то налог, чтобы эти средства уходили на организацию площадок для выгула, на организацию каких-то вот мест, может быть, приютов для бродячих животных. То есть мне кажется, что когда-то мы придем к введению вот такого налога. Но в первую очередь все равно должна быть ответственность вообще хозяев за своих собак. И я думаю, что штрафные санкции за нарушение правил содержания животных, они обязательно должны быть. Да, но кто за этим И должен должны- следить? Опять Ну, город, опять муниципалитет или Ну, ветеринария? должны, во-первых, все равно вноситься вот изменения в кодекс административных правонарушениях и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия. Должны быть какие-то жесткие меры, большие штрафы за нарушение таких. Ну и, конечно, надо определять, кто это будет отслеживать. Административная комиссия, там где-то полиции, наверное, и так хватает проблем. Но, во всяком случае, нужно как-то вот это все равно продумывать. Потому что сегодня у нас, например, в городе есть правила определенные, да? Утверждены они постановлением окружной администрации, по-моему, 2020 года. Но они же не работают. За нарушение этих правил никого никогда не привлекают никакой ответственности. Поэтому они, скажем, остаются на бумаге, эти правила. И когда вот эти вопросы вы думаете вот решить, так скажем, или предложить решить? Ну, они уже предложены к решению, и вот депутатские слушания, которые прошли, обо всем об этом говорились, и мы внесли предложение и в Государственное собрание ЛТМН. Буквально на следующей неделе будет обсуждение на сессии Государственного собрания ЛТМН, направленное в Государственную Думу. Ну, конечно, эта машина, она такая не очень, может быть, быстрая, не очень поворотливая, но вода камень точит, и эти вопросы, конечно, я думаю, будут решаться. Может быть, понемножку, потихоньку. Мне кажется, уже в ближайшее время будут рассматриваться вопросы об изменении в КАП Российской Федерации в Государственной Думе. Уже многие регионы тоже внесли эти вопросы. Поэтому вопрос постепенно все равно рассматривается. Спасибо, спасибо. Мы продолжаем свой обзор, да. Сейчас идут журналисты, берут интервью, а мы пойдем посмотрим, наверное, вольеры. Вот такой вольер. Вот смотрите, какие у нас собачки. Кстати говоря, в этом пункте передержки можно спокойно прийти и выбрать себе собаку домой. Вот смотрите, вот уже делается. Я хотел бы напомнить, что эти собаки пойманы всего с 5 января. Ну, получается, до 5, наверное. И вот они здесь находятся. Это будет пожизненное
Содержание. Здесь еще клетки пустые, так что видимо, еще не всех привезли. Вот это недавно пойманные собаки, наверное, вчера-позавчера. Щенки. А вот хотел бы я показать, какие на сегодня на самом деле у нас. Хотел бы напомнить, что вы можете приехать и выбрать себе собаку и забрать. Ну, конечно, там определенные процедуры. Видите, даже с ошейниками есть. К сожалению или к счастью, это факт. Вот человек, который бросает этих животных на улице зимой 50 градусов. Каждый из них ждет своих хозяев, смотрите. Еще раз говорю, кормят их, я так понял, 2 раза в день, да? Здесь 168 собак на сегодня. Вот смотрите, я насколько крупный. Как на депутатских слушаниях вообще. Ну, решать вам. Депутаты Якутской городской думы приехали, посмотрели на месте. Ну, а дальше видно будет.